Есть очень много рассказов о том, что сначала видят двойник человека, а потом приходит сам человек. Ну, например, мы сидели дома и думали, что скоро приедет папа с работы. И вот мы видим, как подъехала машина, осветила фарами окно, потом соответствующие звуки, и он зашел, дверь хлопнула, он стал топтаться и отряхивать снег. Но потом все стихло, мы пошли проверить, а там никого нет. И где-то через полчаса реально вот точно так же приехал папа с работы, и точно так же он вошел в дверь. Такое явление, оно очень часто. Наверное, каждый второй человек мог быть свидетелем такого явления. Это называется «у человека есть беретчик», то есть двойник. В основном беретчик – это тот, кто идет впереди человека. С одной стороны, он мыслится как двойник, как вестник. А с другой стороны, это может быть, что это ангел-хранитель. А если, например, в христианстве подобные явления трактуются или как чудо, или наоборот, как дьявольщина, то в якутской культуре это совершенно обычное, почти физическое явление. Про человека, имеющего беретчика, говорят, что он будет счастливым, или что он проживет долгую счастливую жизнь. Явление беретчика может быть как слуховая галлюцинация. То есть сначала люди слышат звуки о том, что человек пришел. И потом, спустя полчаса, этот человек в натуре появляется. В основном точно так же, какие звуки слышали раньше люди. И это не зависит, ждут человека или не ждут. Например, очень много подобных случаев. Один человек пошел по делам, но по дороге он провалился под лед и утонул. Но об этом еще никто не знал. И вечером семья сидела, ужинала, и они услышали, как пришел этот человек. Зашел, повесил одежду и исчез. Звуки прекратились. Они пошли его искать, но никого не обнаружили в прихожей и в доме. И потом, спустя некоторое время, они узнали, что беда приключилась с ним. И тогда люди понимают, что это он действительно вернулся в качестве своего вестника. Явление беретчика может быть не только слуховое, а также визуальная галлюцинация. Люди могут увидеть прямо, конкретно увидеть, как этот человек пришел, зашел, потом пойти его искать, а его нигде нет. И потом этот человек приходит через полчаса, и вызывая удивление. Но это удивление бывает не такое глубокое, а оказывается, у тебя есть беретчик, значит, счастливым будешь. Беретчик, вестник, бывает обычно у живых людей. Но иногда случается, что человек внезапно умер и еще не осознал того, что он умер. Тогда его вестник, его беретчик, уже его личность, часть его личности, например, возвращается домой, тоже с характерными такими звуками, которые люди, сидящие дома, даже не подозревающие о смерти человека, воспринимают, что тот пришел. Наконец-то пришел домой и сейчас войдет, но он так и не входит. Например, очень много подобных случаев. Один человек пошел по делам, но по дороге он провалился под лед и утонул. Но об этом еще никто не знал.
И вечером семья сидела, ужинала, и они услышали, как пришел этот человек. Зашел, повесил одежду и исчез. Звуки прекратились. Они пошли его искать, но никого не обнаружили в прихожей и в доме. И потом, спустя некоторое время, они узнали, что беда приключилась с ним. И тогда люди понимают, что это он действительно вернулся в качестве своего вестника. То есть вестник у только что умерших людей, он не является вер, то есть, нечистой силой, чертом. Это он сам, это часть его личности, которая так и вернулась домой. В мировоззрении Саха у человека есть 3 души. И каждая из этих душ имеет свою степень развития. И вот беретчик, вестник, это одна из этих душ, которая настолько развита, что имеет свое субстанционное бытие. И она, будучи отдельной личностью, она совершает, к примеру, такие дела. Например, если простой человек, у которого нет таких развитых душ, и люди заметят, что у него есть вестник, то в таком случае это может быть предвестником его скорой кончины. Это происходит от того, что его душа уже отдельно гуляет от тела и скоро порвет с ним связь. Считается очень вредным видеть самого себя. Вот это явление, беретчик, вестник, оно распространяется и на человека, который имеет вестника, и он может сам его же и увидеть. И это однозначно трактуется как предвестие большой беды, несчастья, смерти, трагедии. То есть, если видеть вестника чужого человека, то это нормально. Это почти физическое явление. А если видеть вестника самого себя, то это очень плохо. Например, существует много свидетельств о том, что шаманы, спасаясь от преследования НКВД, они раздваивались, и одна их личность оставалась в застенках, а другую личность видели люди то на этой дороге, то на той, то вообще в другом селе. Вот это яркий пример этого явления, вестник, развитых душ, которые могут совершать свои отдельные дела.